Бриллианты, стулья, приключения двух аферистов. Музыкально с юмором и танцами. В Чувашской филармонии поставили мюзикл «12 стульев». Это знаменитая сценическая версия романа, которую создали поэт Александр Вулых и композитор Игорь Зубков. Премьера уже в эту пятницу, 21 октября. Какими получились Остап и Киса Воробьянинов у наших артистов, что необычного ждет зрителей, на репетиции узнала Наталья Егорова. Утро застало концессионеров на виду Чебоксар. Так начинается 35-я глава романа. Посвящена она полностью нашему городу. И, конечно, это дает все основания чебоксарцам относиться к Остапу Бендеру как к своему. Ведь он и Воробьянинову предлагал здесь остаться. Киса, давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. И как тут было не взяться за знаменитый мюзикл, решили филармонии. И взялись. Нам бы хотелось, чтобы Остап вернулся в наш город. И есть еще тоже очень важная причина. Это музыкальный материал и либретто, в который мы просто влюбились, когда услышали, и захотели, непременно захотелось, чтобы этот материал не лежал на полке, где-то когда-то давно написанным, а получил новую жизнь, новое дыхание. Автор текстов и либретто – известный поэт Александр Вулых, композитор Игорь Зубков. Мюзикл буквально гремел в 2000-е годы в Москве. Его ставили знаменитые режиссеры, хореографы, роли исполняли актеры театра и кино. У нас на сцене задействованы многие коллективы филармонии. Массовых сцен здесь немало. История очень музыкальная и разнообразная по стилям, от блюза до рок-н-ролла. Но помимо танцев и вокальных партий здесь нужно и играть. Поэтому подтянуть актерское мастерство у наших исполнителей пригласили Янину Мелихову. Звезда фильмов «Стилягини», «Футбол» и «Москва-3 вокзала» уже стала частой гостьей Чебоксарского международного кинофестиваля. Город настолько полюбился, что теперь она приезжает сюда и работать. Как с актерами работает, с определенными сложностями. Это очень тяжело в срок. Там, сколько я 3 месяца работаю с ними, вложить то, что в актера вкладывается 4 года. И потом еще опытом на сцене, да, я имею в виду именно актерское мастерство. И я не говорю там о таланте, да, о какой-то органике, именно о умении и знании, как работать с ролью, как ее простроить. Произведению уже 95 лет, но кто скажет, что он не знает великого комбинатора, который чтит Уголовный кодекс? Всю страну разворовали. В Остапа перевоплощались легендарный Андрей Миронов, Арчил Гамиашвили, Сергей Юрский. У каждого персонаж играл своими гранями характера. Знаменитыми фильмами вдохновлялся и исполнитель роли Остапа в мюзикле Константин Живулин. Эту роль нужно, конечно же, пережить. Переживали мы через кино, через какие-то моменты мюзикловские. Вот, через песни, через манерность Остапа Бендера как исполнителя, вот именно Миронова, например, да, если взять, то очень тут будет у нас все вырисовываться. Конечно, куда без мадам Грицацуевой. В мюзикле у нее будет неожиданный образ, отличный от киношного. Знойная женщина, мечта поэта, превратится в красотку. Она трагичная даже в чем-то, в своей арии. Ну, любит также самозабвенно, преданно. До последнего просто. Авторы мюзикла признавались, писали его 2,5 года и никогда так не смеялись. И им очень хотелось бы, чтобы и чебоксарские зрители прониклись тем же настроением. Какой будет реакция публики, Александр Вулых и Игорь Зубков увидят лично. Они обещали приехать на премьеру. Она состоится 21 и 22 октября. Наталья Егорова, Святослав Петров, Вести Чувашия.